И там были разные представления о красоте. Не, Мама ну ты, думала, вот опять это же, красиво, видишь, жених думал, что вот это красиво, а девушки вообще одевались как хотели. стандарттары болады. Бұл мысалы қазіргі Инстаграм. Совершенно другого типажа девочка, я, говорит, типа, живая среди зомби. Мынау картина 145 миллион долларға сатылыпты. Обе мои собеседницы имеют в багаже Мисс- участие в конкурсах красоты. Ты кого останавливаешь? Мы мисс района везем. Вау, так ты идеальная казахская красавица. Всем привет! Салем. Саламатсыздар ма? С вами подкаст, очередной его выпуск, вернее сказать, «Женщины беспокойного ума». И у нас сегодня новшество. Так, представимся. Мы соавторы этого подкаста. Меня зовут Айнур Мазибаева. А я Игуль Черендинова. Наша гостья, наша коллега Жулдыз Тулеу, журналист и психолог психоаналитического направления. Салем, Жулдыз, қалың. Сәлем, жақсы. Мы давно хотели пригласить тебя в гости. Мы благодарны, что ты откликнулась сразу на наше приглашение. Даже не спрося, какая тема у нас. Иә, рахмет. Мен сендердің бағдарламаларында үнемі көремін, тұрақты көрерменмін. Маған осы бағдарламаның беру бақыты ұнайды. Қазіргі әйелдердің темасы әртүрлі бақытта, әртүрлі қызық тақырыпта мен үнемі тұрақты көріп отырамын. Я думаю, что ты как раз привнесешь свежую такую казахскую струю в нашу тему. Что у нас за тема, Айгуля? Мы сегодня говорим о красоте. Как же мы ее сформулировали? Женщина и красота. Да. Мы говорим о стандартах красоты, о том, как менялись эти представления, о том, свидетелями чему мы были сами, и о том, куда мы вообще все движемся. Надо, наверное, было бы немножко осторожничать в том плане, что женщина и красота – это такой устоявшийся стереотип. И часто из-за красоты женщины как бы страдают, да, это становится предметом там, объективации, сексуализации и прочее. Но я себе задавала такой вопрос, почему для меня важна красота? Почему для меня важна красота? Почему мне важно чувствовать себя красивой? Вот. А вайб этот появился из-за того, что вокруг меня все вдруг стали улучшаться. Да? Визуально. Визуально, да. У меня подруги, наверное, надо сказать, что в моем возрасте это уже не удивительно, но все мои подруги, знакомые, там, отчасти начинают что-то в себе менять, улучшать там, и так далее. Кто-то под нож лег, кто-то там бесконечно какие-то уколы, там, еще что-то. И я рассматриваю себя в зеркале, очень критично к себе отношусь, но начинаю думать, а не надо ли мне там что-либо сделать, да, и пытаюсь соотнести вот это свое внутреннее ощущение. Мне это надо, почему мне это важно чувствовать себя красивой, и почему, нет, не почему, а неужели у всех такое же ощущение, да, что что-то вот как бы неважно, кто ты, чего ты достиг, что ты сделал, да, а вот важно себя чувствовать и видеть себя в зеркале красивой. Вот. А еще встречный вопрос к тебе. Как будто бы сама ли ты этого захотела? Или на тебя как-то влияют общественные... Будем так говорить, я не сильно зависима от соцсетей. И сказать, что вот мне прям вот эти стандарты навязали, да, можно, есть такой момент. Но мне кажется, где-то внутри меня есть эта тоже потребность. Чувствовать себя красивой. И вот в связи с этим Жулдызға сұрақ. Бұл неден туады вообще? О чем это говорит обо мне в первую очередь, если я хочу чувствовать себя красивой? Иә, мүмкін бұл біріншіден орта жастың кризисі шығар. Өйткені орта жаста, мысалы 30-40-тың арасында көбінесе адамдар белгілі бір өмірдің кезеңінен өтеді ғой. Отбасылы болады, бала сүйеді, жұмыста өздерін көрсетеді, бірақ әрі қарай қалай барам деген кезде адамда кез келген адам сондай бір орта жастың дағдарысынан өтеді. Сол кезде ішкі жан дүниесі егер
соншалықты тұмшаланып тұратын болса, адамдар сыртқы тәніне назар аудара бастайды. Сыртын өзгерткісі келеді, үнемі жас болып көрінгісі келеді. Өкінішке қарай, мысалы, адамдар биологиялық тұрғыдан мен қатар біз психикалық тұрғыдан да үнемі жетіліп отырамыз ғой. Ал бірақ көп адамдар биологиялық тұрғыдан өседі да, психикалық тұрғыдан сол көбісі жасөспірім шақтағы кезеңде қалып қояды. Былай қараған кезде, айнаға қараған кезде өзін бір қартайып жатқан сезінеді да, бірақ ішкі жан дүниесі әлі жас. Сол себептен қартайғысы келмейді адам. Да, это как будто, знаешь, вот в одно время ты там была, там, условно, Айгуль, да, журналистка, а потом ты стала там Айгуль Еркиновна, условно, да. А вчера во дворе я хожу, и мне вслед кричат: «Мама, Салимы!» И то есть уже нет Айгуль Еркиновны, уже нет там Черендиновой, я уже просто мама Салимы. А еще это в общественном транспорте, апай, тати, подвиньтесь там или еще что-то. И получается, ты как бы, особенно когда в декрете, я сейчас в декретном отпуске, да, ты как будто часть себя теряешь, и внешность, и твое восприятие себя — это единственная твоя опора. И хочется надолго на ней задержаться. Хотя бы думаешь, я сохранила себя, свою внешность, свою красоту. И начинается вот эта гонка, да. И мне кажется, вообще, в принципе, сейчас какой-то тренд. Мы с тобой обсуждали один из фильмов, который, как-то незаметно прошел в мировом прокате, с Памелой Андерсон, да? Последняя The Last Showgirls, да. Потом вышел фильм «Субстанция», который тоже, в принципе, говорит о том, что женщина, вот пытаясь сохранить свою красоту и молодость, там, способна на разные вещи. И это, наверное, какой-то общемировой такой тренд, и мы, казашки, в этом плане вообще не отстаем. Я еще как бы хотела бы обратить внимание, что вот если взять вот этот фильм с Памелой Андерсон, который тоже посмотрела, «Последняя танцовщица», мне кажется, что это как раз вот такой как бы итог большого эксперимента, который там ставил Голливуд и масс-медиа над женщиной, когда вот в 70-х, 80-х годах пропагандировался, не знаю, стиль такой успешный, такой подтянутый, а-ля Джейн Фонда, там и аэробика тогда родилась, то есть культ идеальной женщины, с идеальным телом. А Памела Андерсон, она вот прошла этот эксперимент, ее персонаж, и все, и уже она не котируется, уже стандарты красоты изменились, требования к женщинам другие стали, а что ей делать? Вот она пожинает плоды вот этого периода. Мне так показалось, чем и зацепила меня эта история. Но я еще как бы в сегодняшнем выпуске буду отвечать за такие исторические какие-то справки, потому что мы, во-первых, в наших проектах использовали очень много цитат путешественников, которые реагировали на кочевниц. И тоже любопытно было посмотреть, как они воспринимали это. Они воспринимали по-разному. Сенші жұлдызмен осындай орысша айтқанда стандарты красоты деген қазақ қыздарына тән бір өзіңе белгілеген нәрселерің бар ма? Сұлулық жағынан. Ең бірінші бұл тәннің саулығы шығар. Мен үшін қазақ қыздарының сұлулығы ішкі жан дүниесінің сұлулығы болса, ол сыртқы тәнде бәрібір де әдемі болып көрінеді. Мысалы, егер адам қанша жерден сұлу болып көрінсе, егер ол мысалы қатыгез болса, мейірімсіз болса, ешкім оны сұлу деп айтпайды ғой. Әрине ол адамның сыртқы әдемілігі, ол бір жағынан сыртқы қоғамның сұранысына да байланысты. Біз бір кездері мысалы Голливудтың жұлдыздары бәрібір де мысалы топты Бұхараның әдемілігін, стандарттарын шоу-бизнестің, танымал жұлдыздардың әдемілігіне сай былай бағалайды. Енді Анджелика Джоли кезінде бір сұлулықтың стандарты болды. Сосын өткен ғасырда Моника Беллуччи, сосын Мерлин Монро сұлулықтың стандарты болды. Әдемі қыздардың бәрі соларға қарап еліктеді. Бірақ қарасаңыз, мысалы Анджелика Джоли, ол не үшін әдемі болып көрінді? Не үшін қазір әдемі да? Ол көбінесе ол сонымен қатар бір халыққа
бір мейірімділікті де насихаттайды ғой. Ол қазір ол бір ненің эмбассадоры болды, иә? Иә. Мысалы, Африка Посол мира. Иә, Африка елдеріне барып, мысалы, балаларға қайырымдылық көрсетті. Өзі қанша бала әр елден барып жетім балаларды асырап алды. Сол секілді ол әдемілікке қараған кезде әдеміліктің егер жанында бір мейірімділік, жылылық тұрса, сол нұр секілді жарқырайды. Мне кажется, Жулдыз, у тебя очень классичное представление об этом. Как там было в казахских стихах и поэмах, тоже всегда представляют именно так, что внешность связывают с внутренним каким-то там Вот я тоже, да, я почему зависла. Мне кажется, вот это возвышенное восприятие женщин степи, оно сейчас иногда играет с нами злую шутку. Вот свои мысли хочу подкрепить небольшой цитатой. Есть такая книга «Мир кочевья» поэта и режиссера Бахтыка Эрбекова. Вот он, конечно, красиво это все описал, имея под это и фольклорное основание, и культурологическое. Культ женщины в степи особый. Вряд ли где вы найдете такой необъятный край, где прославление женской красоты оставалось в памяти народной в виде легенд и преданий. Но главное, во многих названиях рек, озер и самой местности, будь то горное ущелье, степное плато или излучина реки. Взять только одну поэму о влюбленных Козы Курпеш и Баян Сулу. Весь эпический маршрут Коша Курабая можно проследить и сегодня по карте благодаря сохранившимся названиям местности. Ну, вот и казахи еще называют звезды и планеты красивыми девичьими именами. Это, конечно, наше богатство, но вот это восприятие такой красивой, романтичной, светлой такой кочевницы, сейчас оно как будто вот такую рамку налагает на наших современных женщин. То есть здесь нет места, не знаю, какой-то здоровой агрессивности, каким-то лидерским качествам, вообще собственному понятию красоты. Вот как тебе вот эта мысль? Ну, то есть правильная казашка. Есть ли какое-то, да, представление, как она еще визуально должна выглядеть? Қазіргі замандағы қазақ қызының сұлулығы қандай болу керек деп сұрап отырсыз ғой, иә? Сұрап отырсың ғой. Жоқ, оны айтқаны мына бұрынғыдан келе жатқан бұл енді қазақтың қыздары обязательно сұлу, инабатты, ибалы, там көп сөйлемейді, тыныш отырады деген стереотипті көзқарас қой. Иә, бұл стереотип, бірақ менің жаңағы айтып отырғаным классикалық әдеміліктеріміз ғой. Бірақ ол бұл инабатты, ибалы деген сөз емес қой. Әлемде мысалы қазір әртүрлі жағдайлар болып жатыр, иә? Бірақ бәрібірде сұлулықтың, егер сұлулықта бір жаңағы жан болса ғана әдемі болады. Егер сұлулық жансыз болса, ол ешқандай да сұлу болмайды. Жоқ, оны түсіндік просто. Ну, как будто бы за внешним, как будто часть аудитории больше смотрит на внешнее. Просто через соцсети, через экран ты не поймешь, какая у нее душа. Я, как всегда, резко и эмоционально реагирую, потому что мне в этом видится все время диссонанс. Наши казахи, будем так говорить, я могу только про свой народ, наверное, рассуждать, да, они часто во всех поэмах у нас там восхваляют своих женщин, бла-бла-бла, бла-бла-бла, и в то же время у нас миллион случаев насилия, ё-моё. Абьюза, то есть он может говорить там проникновенно и возвышенно о своей дочери, о своей сестре, там, о матери, но при этом бить свою жену. Может? Ну да. И чаще всего так и происходит. Просто ее, кстати, не защищают при этом, что она красивая такая. Абсолютно. То есть, правильно, стандартная. Пардон, вот Салтанат даже, чем она была некрасива. Она была очень красива. Да. И ей это, ну, может быть, даже сыграло с ней, ну, как бы не лучшую роль во всем этом. И вот этот диссонанс в том, как мы декларируем отношение к женской красоте, к девичьей красоте, и то, как реально к ней относимся, оно не совпадает у меня, по крайней мере. Бұл жерде былай шығар, мысалы, сұлулықты әр адам әртүрлі ғой. Сұлулықта сан алуан болу керек. Егер бәрі бір-бірін қайталаса, ол қандай сұлулық? Ол бір копия болады. Мысалы, маған келетін клиенттердің көбісі қыздар, иә? Былай қарасаң, бәрінде өздерінше бір әдемілік бар, шарм бар, изюминкалары бар. Бірақ олар ішкі жан дүниелерінде өздерін әдемі деп есептемейді. Неге?
оның бәрі сол кішкентай кезден байланысты. Мысалы кішкентай балаға, кішкентай қыз балаға егер анасы, әкесі қалай қараса, ол айнасы. Егер оны бағалап, әдемілігін айтып, солай өсірсе, ол өзін әрине әдемі санайды. А егер үнемі сынап, бізде қоғамда өкінішке қарай әлі өте қатал ғой. Бір кемшілігін айтады, оның бір жақсы тұстарын айтудың орнына ең бірінші кемшілігін бетке басады. Ол сол кемшілікті өзін айна ретінде ұстап жүреді. Перед записью я вот только что об этом услышала, что, оказывается, обе мои собеседницы имеют в багаже участие в конкурсах красоты. Девчонки, расскажите. Кстати говоря, вот на днях там какой-то хайп произошел по поводу того, что объявили открытый конкурс на Мисс Казахстан, да? И сначала разрешили всем участвовать, главное, что просто не ниже 160 лет. И даже трансгендерам, а потом переобулись, сказали, нет, трансгендерам отыграли, нельзя, да? Ну, как бы мы лояльное общество, но не настолько лояльное. Ну, конкурс красоты, мне кажется, в жизни любой девушки так или иначе присутствовал, где-то тебя отбирают. У меня в детстве, да, тоже в школе был такой опыт, и тогда же оценивали как, не сколько там, понятно, что в бикини мы не ходили. Не ходили. Еще не было тогда 90-60 не было на 90. Таких прямо, да. Нас оценивали как активистка, спортсменка, комсомолка, учится на пятерке. Вот так. А это был школьный конкурс? Это был школьный конкурс. Я представляла потом наше село на районном конкурсе. Ну, как бы талантов у меня не так много, петь и танцевать я не особо умела, поэтому я участвовала в какой-то сценке, постановке и изображала там 3 героев в одном лице. А что выиграла в результате? В итоге, короче, я получила 2-е место. И я помню, что из райцентра, а это уже был поздний вечер, пятницы, мы возвращались в мой аул, и нас сопровождала ГАИ. Это был, ну, как бы, как сказать, звездный. Да, и нас где-то там остановили, я помню, на посту. Экопосты, это же Катон-Карагайский национальный парк, тогда он еще не был парком, но все равно заповедная зона. А директор нашей школы, он сидел, он говорит, ты кого останавливаешь? Мы мисс района везем. Ну, это было классно. Қай жылдары болды? 95-96 ғой? Как раз. Ой, вот я испалилась, я по возрасту. Осы жылдарда менде мектепте сұлулық сынына қатысқам. Мен бас жүлде алғам. Молодец. Бізде ол кезде енді Қазақстан тәуелсіздік алғанның алғашқы жылдары ғой. Оңтүстікте, мысалы мен Түркістанда туып өстім, онда ұлттық дәстүр, ұлттық құндылықтар сондай насихатталды. А бізде қысында жаңағы ұлттық киім кидік, сосын қыздың өнеріне байланысты кесте тігу, домбырада ән айту. Вау, так ты идеальная казахская красавица. Мен кішкентай кезден енді мамам үйде тігін тігеді, кесте тігеді, соның қасында отырып мен де тігетінмін да, құрақ көрпе. Сол мектепте солай кесте тігіп, сосын домбырамен ән айтып, сол біздегі байқауда меніңше сұлулықтан гөрі сол қыздың өнеріне қасиеттері. Өйткені мысалы оңтүстікте мен айтайын жаңағы сұлулықты айттым ғой жаңағы сыртқы қоғамның талаптарына да сай келу керек деп. Түркістанда көбінесе өзбектер көп, өзбек халқы. Өзбек халқының енді қасы қара, кірпіктері ұзын. Да. Солай көбінесе сондай әдемілікті сұлудың жаңағы сұлулықтың символы деп көретін. Ал мен мектепте мысалы мен сарымын. Мен сарым, мені орыс деп мазақтайтын. Орыс тілін білмейтін орыс. Ал мен өзімді солардың арасында жаңағы қара торы, қасы көздері жаңағы қою әдеміліктің жанында өзімді былай сұлу деп есептемейтінмін. Кейін Алматыға келген кезде ғана менің жаңағы көзқарасым өзгере бастады, сұлулыққа деген. Вот, кстати, а как в истории вообще как-то были какие-то заметки или данные по поводу того, считались ли казашки красивыми?
Да, у нас был когда-то проект, который назывался «Скетчбук». Мы фантазировали, представляли некую социальную сеть, где встречались путешественники разных эпох, и они всегда обменивались какими-то заметками, в том числе о кочевницах. И скажу честно, многие приезжие мужчины некомплиментарно высказывались о внешнем. Все были либо русские, либо европейцы. Да, но при этом они вот кое-что оставили, как это, в аналах истории, скажем так, что позволяет говорить о том, как предвзятом отношении. Например, например, в XIII веке был такой Гильем де Рубрук, он был порученцем короля Людовика IX, приехал к великому хану Мунке, это внук Чингисхана, и вот он написал книгу по возвращению, которая была так же популярна, как вот воспоминания Марко Поло. И вот этот Рубрук писал, что все женщины удивительно тучны, и та, у которой нос меньше других, считается более красивой. Они также безобразят себя, позорно разрисовывая себе лицо. И он писал, что кочевницы на следующий день после свадьбы брили себе череп с середины головы в направлении к лбу. Ну, то есть его это шокировало. Но как это? Хорошо, что помимо него еще другие люди оставляли воспоминания, потому что да, в той же Европе Изабелла Баварская спустя сколько-то лет вела моду, она тоже там дамы выбривали вот часть волос, и у них это считалось очень красиво, то есть в каком-то смысле кочевницы опережали моду. В общем, ну это мужчина, как-то простим ему незнание. Монах. Тем более монах в синих штанах. Вот. Но при этом, конечно, были и люди, которые очень справедливо отмечали. Например, в XIX веке в казахских степях побывал немецкий этнолог Отто Финш. И он писал, что казахские женщины и девушки не менее наших интересуются нарядами и уборами, знакомы с употреблением белил и румян, а равно по турецкому обычаю и хены. Да, он отмечал, да, это как-то выражение того века, он отмечал, что женщины интересуются красотой, они имеют понятие о том, как ухаживать за собой. Это, кстати, не открытие, потому что, помните, когда публиковали словарь Кашгари, там же тоже целый тюркский набор слов, которые обозначают белила, какую-то краску по уходу, косметические средства. То есть понятия красоты в кочевье были всегда. Ну да, и я думаю, что археологи подтвердят, что во всех фактически захоронениях на территории Казахстана, которые относятся даже к эпохе Бронзового века, во всех захоронениях находили и как гребни, какие-то Хна, там опять же, та же самая охра, чтобы подкрашивать. Там, даже у Золотого человека, помните, некая косметичка была, так что позволяет нам до сих пор как-то оспаривать гендер. Қазіргі біздің осы қазақтың қыздары тағып жүрген жаңағы шекелі, сырға, тұмар, соның бәрі біздің ата бабаларымыз таққан ғой. Да, то есть женщины во все времена были красивыми и как-то несли себя красиво, да. Антропологи и специалисты, даже мы, далекие, например, от той же биологии люди, обращали внимание на то, что в природе, в животном мире и в птичьем мире самочки серенькие, непривлекательные, а вот самцы расфуфыренные. И это объяснялось тем, что в ходе эволюции самцам нужно было завоевать самочек, распространить свои хромосомы, не знаю, гены. А в социальной сфере у нас в обществе как будто бы все поменялось. Кто-то отметил такой тренд, что в связи с тем, что мужчинам, как прежде, там, в доисторические времена, не нужно ходить на охоту, там, забивать мамонта, потом тащить его на спине через весь там лес в свою хижину, да. Ну, то есть у них какая-то часть функций, которая делала мужчин мужчинами, так будем говорить, да, завоевывательная, там, она, наоборот, отпала. Ну, не надо нашим мужчинам ходить за мамонтом сейчас. Поэтому, возможно, где-то подсознательно они пытаются мужественность проявить по-другому. Отсюда вот это стремление оборудиться, такой брутал, да, брутальность, да. Появилась какая-то
То есть здесь они себе как бы это- верны, Это как остаются. бы, мне кажется, такой, как сказать, искусственный. Поддерживаемый такой как Искусственная направление, да, такое? мужественность какая-то, чтобы, ну а как еще им доказывать? Вот, Где? а противоречие, вот про которое я как-то неправильно сформулировала, в нашем обществе, вот вернемся к нашим реалиям. Ну, то есть, Кто я больше поняла, всего то есть, уваливает в социальных сетях хейт под фотографиями казахских женщин? Ну, вот ты не так выглядишь, ты не так, ты должна быть покрытой, ты должна вот такая быть, ты так должна, это некрасиво, ты не должна вот так выглядеть. давай Как будто бы разделим, тоже, да, вот все, что я говорила сейчас про тренд на некую брутальность и мужественность, это чаще всего касается не наших мужчин, будем так говорить. У нас совершенно обратная ситуация. Вот она красавица, а муж у нее обязательно вот с таким пузом, простите. И не сомневаться, Далеко что он не- вообще И он бог. приз. Он Да. бог, да. Он этой женщине дал все, простите. Вот, И вот в этом я вижу противоречие. Абсолютно. А еще и диктует, как ей выглядеть, как ей себя вести. И это, ну, это ужасно на самом деле. И меня прям раздражают такие моменты. Но это, опять же, влияние общества. Вот Мы я и говорю, говорили, как что будто бы в биологии если одно, а в социальном мире все в поменялось. биологии все осталось по-прежнему. Животным надо размножаться. Как депутат в прошлый раз сказал, все хотят размножаться. Зачем я это вспомнила? Черт. Ну, 5 по биологии, что? Да. По биологии, то есть все осталось на прежнем уровне, да, а социально это все поменялось. Ряд войн скосило количество мужчин. В Казахстане более того, что, да, у нас там и голодомор унес сколько, и вся эта коллективизация, и советские репрессии унесли вот значительную часть, причем очень важную часть. Они сливки наши сняли, да, то есть интеллектуальный какой-то слой. Қаймағын алып кетті ғой. Дұрыс, қаймағын алып кетті. И у нас остался, ну, честно будем говорить, не Не самый... самый лучший генофонд. Ой, нас Ладно, захейтят. Хорошо. Да, то есть количество мужчин у нас значительно уменьшилось, и девушек много. И поэтому мужчины позволяют себе выбирать среди девушек. А сейчас, кстати, говорят, что демографически появился крен, наоборот, мальчиков рождается больше, а девочек меньше. Ну, в твоей семье, да, мальчиков больше. Да, хотя бы по моей семье судить, да. Да. И получается, что у этого поколения, которые родились в 2020 и позже, у них наоборот будет. Вот теперь уже придется мужчинам украшаться, как павлинам. О, интересный прогноз. Да, чтобы девочки их выбирали. То есть это все влияние каких-то геополитических, политических, социальных, общественных факторов. Иә, бұл жерде ғаламдасу заманында рөл ойнайды ғой. Мысалы, қазір таңдау көп. Қазақтың қыздарына да, жігіттеріне де таңдау көп, иә. Қажет болса, мысалы, қазақтың қыздарының көбі, мысалы, шетелде білім алған, қалада оқығандардың көбі, көбінесе шетелдік жігіттерді таңдайды. Өйткені, мысалы, былай қараған кезде салыстырмалы түрде енді қазір гендерлік теңдік деген бар қоғамда. Ол шетелдің жігіттері, мысалы, үйде, мысалы, мен ақша келем, сен тамақ істеуің керексің, үйді қарауың керексің, жинаусың демейді, олар көмектеседі, бәрін тең ұстайды. Ал қыздар қазір сондай теңдікті қалайды. Дұрыс. Бірақ енді бізде Көзі ашық қыздар дейікші. Иә, бұл үшін тағы да енді сынауы мүмкін, бірақ бұл шындық қой. Бірақ бізде қазақ қоғамында қазір енді түрлі мәдениеттер қалыптастырып жатыр, субмәдениет. Бұл әсіресе қалалық жерлерде, иә. Ал бірақ көбінесе әлі аймақтарда, ауылдарда да мономәдениет бар. Мономәдениет бұл более консервативті көзқарас. Жігіттердің көбі, мысалы, көбінесе қазір дінге кетіп жатыр, иә? Сол секілді. Дінге кеткен тоже бір не ғой, бір белгі ғой, былай да. Почему люди уходят в религию чаще всего, особенно мужчины часто? Потому что это как бы гарант некой... Ну, стабильности, предсказуемости. То есть я так поняла правильно тебя, что сейчас мы просто видим как бы разные, ну, стратегии или представления о реальности, да? Қазіргі болып жатқан, иә, дүниелер. То есть в этой турбулентности мы вот такие вспышки видим там. Смотрите, как интересно, мы начали говорить о красоте, да? О том, как мы себя, чувствуем ли мы себя красивым, важно ли, и пришли все-таки к тому, что
какой-то семье, к выборности, отношениям между мужчиной и женщиной. То есть как бы логически такой напрашивается вывод, что все-таки наша красота нужна нам для того, чтобы нас выбирали. Ну да, реализоваться, потому что в социальном плане, потому что красота – это ресурс. Ну, как бы никто не отрицает, что это ресурс. Он может тебе быть во благо, а может, наоборот, и навредить. Как ты говорила тогда, что про Монику Белуччи, да? Да, что она говорила такое? Сенің талантыңды кешіруі мүмкін, а бірақ сенің сұлулығыңды ешқашан кешірмейді. Вот, то есть получается, что это ресурс. Он может тебе вот как проклятием твоим может быть, а может быть и благом. Если совсем так однозначно утверждать, что красота – это твой ресурс, ну, пардон, что-то не очень красивым чего-то, да. Все, списать себе, сказать, Нет, что почему? у меня нет ресурса. Бұл жерде бар ғой, қазірде, мысалы, қазіргі өнерді алып, бұрын өнер деген, мысалы, не сұлулық, иә? Да. Адамның жаңағы портретін салды. Ал қазіргі өнер ол әртүрлі ғой. Мына картинаны, три наброска к портрету Фройда деген, мына картинаны, мына картина 145 миллион долларға сатылыпты. Ну, то есть, если раньше, Жұлдыз, сен айтқаныңды, если мен дұрыс түсінсем, былай ғой, раньше были какие-то стандарты красоты, ну, допустим, там, 2000-е, там, мы все ориентировались вот на топ-модели, там, да, приводились какие-то стандарты. Сейчас в культуре, как мне кажется, ценно другое. Вот если ты неправильный, вот если ты нестандартный, если ты искренний, если из тебя хлещут какие-то эмоции, если ты живой, ты не кукла вот эта, у тебя больше шансов, вот ты выделяешься из толпы. Помните, вот недавно буквально один там мем появился, где вот все одинаковые девочки вот с этими губами, вот с этими скулами, и одна совершенно другого типажа девочка, и она говорит, типа, живая среди зомби. Понимаешь? Опять возвращаясь к этому, что все себя перекраивают. У нас есть все инструменты, если ты хочешь там подогнать себе скулы, подтянуть что-то. У тебя все инструменты есть. Были бы деньги, ты себя сделаешь идеалом. Но в этой толпе ты потеряешься, потому что все такие, с этими губами, с этими скулами, с этими ресницами. И получается, что да, появляется, что вот этот тренд на искренность, на настоящесть. Но я вот здесь немножко поспорю. Вот тут твой тезис о том, что красота – это ресурс, он как будто бы под сомнение, да, ты пошатнулся. А я вот скажу, что человечество проходило, и даже наше общество проходили эти этапы. Возьмите 20 век, возьмите картины Абылхана Костеева. Например, у него есть картина, которая называется «Колхозный той». Одновременно на этом полотне есть женщины традиционного вида, то есть с косами, покрытые, ну, в общем, в национальной одежде, если я так не путаю ничего, ну вот более привычные аульские женщины. И есть девчонки или женщины, которые обстриглись. Они были в красных косынках, постриглись, да, ну то есть коротко стриженные. То есть это такой слом. Есть два разных совершенно противоположных представления о красоте, там, о современности или о там, традиционности. Или взять, например, фильм «Ангел в тюбетейке». Тоже, ведь там мама главного героя, она выбирала по своим представлениям килин себе, да, а ему нравилась, извините, опять же, девушка с подстриженными. Кстати, жених, помните, как выглядел? Полноватый, да, грузный, такой мамсик, такой, с залысиной, здесь такое, так я. Вот, то есть эти сломы у нас уже были. И там были разные представления о красоте. Мама думала, вот это красиво, жених думал, что вот это красиво, а девушки вообще одевались как хотели. Там женщина была в парике. Я просто доскажу, что там совершенно разные типы красоты были. Что мы это все проходили, мне так. Айнұр, мүмкін сен айтып отырғаның былай қоғамның бір бұқараны көбінесе толпа дейді ғой, соның талап ететін өзінің стандарттары болады. Бұл мысалы қазіргі Инстаграм, әлеуметтік желіде сен барынша сұлу, мінсіз, идеал болып көрінуің керек. Әсіресе жаңағы миллиондаған блогері, миллиондаған жазылушылар бар блогерлер, солар ұсынады сұлулықтың стандартын. Ал соған еретін бұқара соған еліктеп жүреді. Вот. Бұл көптің, бірақ санасы бар тұлға бар ғой, толпадан бөлек денетін. Ал ол тұлға, ол өзін ол толпадан бөлек санайды, шынайы болуға тырысады барынша. Сонда да біздің қазір айтып отырғанымыз
сыртқы Келбет. сұлулық. Сыртқы. Ты тоже говоришь про внешнюю красоту, про внешние образы. И все, что ты про ангел Тюбетейки сказала, это все внешние образы. Иә. А я говорю про то, что сейчас из толпы выделяются Не, Как сказать? не соглашусь. кто вчера считались фриками. Не соглашусь. Сейчас выделяется, как это, кликабельность. Вот все, что цепляет. Тогда то же самое. Тогда просто не было соцсетей. А Девушка, вот смысл вам- тренда тогда no makeup. Это просто, Зачем появился? нет, это просто, как это, каждой нише появились. Как это, на каждого потребителя появился свой, условно говоря, объект, товар и образ. Джаред, Мне так кажется. Джаред, Мы просто это видим мы в социальных сетях, просто больше этого видим. Раньше соцсетей не было, раньше был кинематограф, раньше были картины, раньше были пресса, раньше было телевидение. Мы просто это видели, просто не в таком концентрированном виде. Но я с вами согласна, что действительно как будто бы больше шансов, и ну, если человек как бы, ну, сам себе верен, ну, вот то, с чего мы начали, там, я себе сказала, что я красива, или я кого-то там послушалась и побежала себя делать под какой-то чужой стандарт. Иә, бұл бір жағынан мысалы әйел адамды бір маркетинг ретінде пайдаланады ғой көбінесе. Мысалы сыртқы жарнамалар, иә, бір нәрсені сату үшін, иә. жалаңаш қыз деген секілді әйел адамды жаңағы сексуалдық образ ретінде көрсетуге тырысады. Бұл әрине мен ойлаймын патриархалдық қоғамның бір көрінісі. Біз бәрібір де мынау қазіргі өмір сүріп жатқан жер бетінде патриархал қоғамда өмір сүріп жатырмыз ғой. До сих пор, да? Ну, как будто много чего говорит об этом, что ты права. Но я все-таки надеюсь, что, мне кажется, ну, у меня есть такое внутреннее ощущение, что эпоха Инстаграма, она медленно, ну, катится к закату. Есть у меня такое ощущение. Второй уже прогноз за сегодняшний подкаст. Что, не знаю, вот я просто сама больше склоняюсь к Трецу, потому что мне надоели картинки, я хочу читать. И вот эти истории чаще всего очень искренние, которые рассказаны, может быть, неправильно рассказаны, без вот этих шаблонов сторителлинга, когда все выверено, да, с ошибками, я с удовольствием воспринимаю. Это, для меня это знак того, что картинка и визуал отходят на второй план, и где-то вот все-таки вот этот тренд на искренность, он пробивается. И вот, кстати, хорошо, что ты про это отметила. Это же как будто бы как-то немножко соприкасается с нашей традиционной устной культурой. Очень неожиданно. Рано или поздно мы все равно вернемся к настоящему. И наши дети, по крайней мере, я очень надеюсь, что моя дочь будет жить в обществе, когда ее будут, ну, как бы, и она не будет вглядываться в зеркало, как я. Да, и не будет думать, есть мой ресурс при мне или нет еще. Закругляемся? Да, совершенно неожиданно. Я не ожидала, что за темой о красоте будет столько поднято, не знаю, ракурсов. Вот. С вами был подкаст «Женщины беспокойного ума». Мы его авторы. Меня зовут Айнур Мазибаева. Я Айгуль Черендинова. И сегодня у нас была замечательная гостья Жұлдыз Төлеу. Тағы да келеді деп сенеміз. Отличный задел на будущее. Подписывайтесь, ставьте лайки, будьте нашей аудиторией, задавайте темы, комментируйте. До встречи. До свидания. Көріскенше.